Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня с вами я, мама Гуля. Вот сегодня решила немножко отдохнуть. Привезла ребятишек на лыжную базу. Здесь есть у нас полоса препятствий. Они там любят играть, ходить. Ну и я решила немножко подышать свежим воздухом. Тут природа очень красивая. Сейчас я вам покажу. Природа на окраине Стерлибашева. Здесь лыжная база. Здесь проводят соревнования. Здания красивые. А вон там слышно, мои мальчики что-то шумят, играют уже. Им весело, им нравится. Вот такая природа. Тут разные турники. Все для соревнований. Вон бегают мои дети. Там турник. Им нравится. Там Кирилл, Влад и Сабина. Сабина тоже у нас очень спортивная девочка. У нее тоже медали есть. Самбо тоже ходит. Вот схема лыжной трассы. Здесь зимой соревнуются на лыжах. Тут очень чисто, никто не ссорит. Природа очень красивая. Кругом лес. Но у нас засуха. Все сохнет. Травы уже желтые. Вот полоса препятствий. Уступая друг другу место, они проходят аккуратно. Конечно, тяжеловато им, но они стараются. Проходит самая младшая Сабина, потом Владик, самый старший у нас Кирилл. Вторая попытка, уже другая полоса. Вот так они заниматься любят. Но нам приезжать часто никак не получается. Вот так тренируются дети.
Че сидишь, Кирилл? Отдыхаешь? Давай, давай, работай. Осторожно все. Знаешь, как я обычно это прохожу? А вон Владик правильно проходит. А Кирилл перешагнул только. Молодец, Владислав. Я слишком высокий. Вот длина какая. Вон оттуда они начали. Конечно, все это для детей сделано. Очень красиво. Можно отдыхать. Тут и скамейки есть. Есть такие люди, не знаю, подростки, любят безобразничать, не ценят человеческий труд. Вот так веревки обрывают. Все ломают. Вот здесь были качели. Тоже вон веревку оборвали. Вон веревка висит. Вот какая красота. И елки растут. Такой воздух свежий. Медом пахнет. Наверное, пчелы мед собирают. А вот и муравейник. Какие они трудолюбивые. Ой, кусаются, щиплет. А я терплю. Они полезные. А пахнут они очень вкусно. Ой. Вон как они прицепились. Мы когда маленькие были, вот так солому, вот так положим. Они брызгают своей кислотой. Потом мы облизывали. Вкуснотища была такая. Сейчас и я попробую. Молодость вспомню. Вон они сели на мою солому. Вот солома моя. М. М.
Вкуснотища такая. Я детство вспомнила. Прелесть. Кисленькая такая. Солома у меня. Вас угостить? Могу угостить. Идите погуляем со мной. Мои ребятишки ушли, где-то играют. Здесь загорожено, никуда не денутся. Но они у меня не убегают. Они аккуратные ребята. Вон красота какая, посмотрите. Домой хотите? Да. Ты уже сумку мою взял? Да. Цветы мои взял? Да. Вы поиграли на славу, да? Да. Понравилось вам? Да. Еще придете? Да. Ладно, сейчас поедем. А где малые? Бегают вот там. Они, может, не хотят? Они хотят. Нет, они не хотят, но это Ждем малых, пока подойдут. Угу. Наш брат устал, да? Да. Сильно устал. Ага. Голова вся мокрая. Малые не хотят, старший устал. Все, дети наигрались, мы поехали домой. Я недавно вам показала, как варить желе варенье из черной смородины. Там мы добавляли на килограмм смородины 1,5 килограмма сахарного песка. А сейчас я вам хочу показывать, как я варю смородиновое варенье желе без воды. Также берем смородину и сахарного песка килограмм на килограмм. Если килограмм смородины, то килограмм сахарного песка надо. Воды вообще не надо. Я 4 килограмма смородины промывала, почистила от мусора. Я утром намешала, оставила на 12 часов, а сейчас хочу вам показать. Через 12 часов вот столько сока выделяет смородина. Варим ровно 5 минут, как закипит варенье. Как только закипит, снимаем пену, даем кипеть ровно 5 минут, выключаем, в горячем виде закатаем в банки. Банки заранее стерилизуем. Крышки тоже стерилизуем. Вот начинает у меня пена выделяться. Одна подписчица у меня спрашивает, как варите крыжовник. Крыжовник тоже можно также варить. А вишню с косточкой я не варю. Я отделяю от косточек и варю то же самое. В основном из вишни я компоты закрываю. У меня семья любит компот. С косточками не очень-то любим. Вот у меня уже варенье кипит. Сейчас я убираю пену. Засекаем время. Варим 5 минут всего. А вы не заметили, вот когда варим варенье, как только закипит, пена сильно поднимается. Иногда даже убегает за борт тазика.
А когда уже закипит где-то 3-4 минуты, пена начинает садиться. А когда без воды варишь желе, готовое варенье, когда остынет на следующий день, банку переворачиваешь, а варенье не выливается. Застынет, как холодец. Вот видите, у меня уже садится пена. Скоро наше варенье будет готово. Все равно столько воды. Свой сок выделяет смородина. Сюда мы ни капли не налили воды. Настояли свой сок натуральный. Осталось пару минут кипеть. Вот кипит потихоньку. Я газ прибавила. А ягоды целы. А здесь стерилизуются у меня крышки. В горячем виде разливаем по банкам. Вот и все. Закатала я банки. Сейчас укрою толстым махровым полотенцем. До утра у меня будут стоять банки здесь. Потом спущу в подвал. Таким же способом я закрываю и крыжовник, и вишню. Только я вишню закрываю без косточек. Мне очень приятно, когда вы делитесь со мной, как вы делаете варенье. И я учусь у вас. Вы что-то у меня учитесь. Это очень приятно. Очень приятно вы, когда мне пишете комментарии. Я сейчас и плохие принимаю комментарии. Я уже не переживаю. Все со мной хорошо и будет хорошо. Кому сегодня понравилось, как я варю варенье, не забудьте ставить лайк. На этом сегодняшний влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.